Это колоссальный труд, результат авторских работ огромного коллектива во главе с Вячеславом Хасановичем. Это очень ценный подарок, очень важный для университета. А вдобавок еще и современное лабораторное оборудование. Не радоваться в столь знаменательный день просто нельзя. И такие подарки тому подтверждение. Долгожданный момент для двух образовательных учреждений. В качестве путей возможного сотрудничества между нашими организациями мы уже сегодня определили электроэнергетику, IT-технологии, возможно, робототехнику. Но я думаю, мы найдем еще много точек соприкосновения для нашего сотрудничества в дальнейшем. И я очень доволен и даже счастлив. Мы это чрезвычайно ценим, для нас это очень дорого, поскольку мы в самом начале очень серьезного начинания развития в университете новых технологий, электротехники, электроники, IT-технологий. Это то направление, которое сегодня озвучивал в своих выступлениях и призывал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Работать в современных условиях с высококвалифицированными наставниками для студентов Ингушского государственного университета возможности расширяются. ВУЗ подписал договор с Институтом радиотехнических систем управления ЮФУ. Ученые ИНГУ теперь смогут проводить исследования и реализовывать совместные проекты. Соглашение предусматривает взаимодействие по 4 направлениям. Это, во-первых, подготовка магистрантов и аспирантов нашего университета на базе Таганрогского радиотехнического института, чтение лекций ведущими специалистами у нас в университете, научно-исследовательское взаимодействие между нашими вузами и выполнение научно-исследовательских работ, грантов и так далее по правительственным заказам, по заказам наших правительственных структур, регионального правительства имеется в виду. А сразу после официальной части на беседу со студентами. Это еще одна отличная образовательная ступень для вуза. На счету Ингушского госуниверситета не одна такая договоренность. Однако у этой есть свои особенности, понимают это и студенты. Довольно интересные способы использования искусственного интеллекта, различных способов управления робототехники, в основном в военном плане, конечно, рассказывали, но в целом довольно интересно. Учебно-лабораторное оборудование станет отличным подспорьем для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, благодаря чему практикантам станет проще оттачивать практические навыки и развивать мышление. На нем подготовлено 3 кандидатских работы вот на таком оборудовании. Там есть источники электричества, есть потребители, есть преобразователи, есть линии связи, измерительные трансформаторы. Оно позволяет подключать компьютерные средства моделирования и позволяет моделировать как отдельные элементы, так и достаточно сложные энергосети. Университет развивается, открывает перспективные направления и сотрудничает с другими вузами. Впереди у студентов интересные занятия, исследовательские работы и, возможно, программы по обмену. ИНГУ не стоит на месте. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.